Более чем удачным власти Ненецкого автономного округа назвали наш проект по строительству ФАПов с жильем для медиков. Соседей привлекла не только стоимость, но и то, что Коми готова поделиться готовыми проектами. А это может позволить существенно сохранить время возведения таких конструкций. Сейчас в республике строят сразу несколько современных ФАПов. В профильном ведомстве уверены, это позволит решить кадровую проблему хотя бы в небольших населенных пунктах. Виктория Палкина сообщит подробности. Профильные ведомства двух соседних регионов сотрудничают уже давно. И это не только оказание медицинской помощи тем же вахтовикам из Коми, а сразу несколько направлений. Первое – это телемедицина, развитие телемедицины, потом оказание высокотехнологичной медицинской помощи, оказание медицинской помощи по ОМС и по взаиморасчетам, оказание медицинской помощи при каких-то чрезвычайных ситуациях и работа санавиации. Это очень важно. Телемедицина в НАУ развивается с начала 2000-х. Сегодня с современными комплексами оборудованы все участковые больницы и амбулатории. В год специалисты проводят сотни консультаций. Для региона, где расстояние между населенными пунктами сотни километров, а дороги далеко не везде, это, пожалуй, единственная возможность для получения качественного обслуживания. Расширять телемедицинскую сеть здесь планируют и дальше. Предоставление данной помощи, то есть данной услуги, это на фельдшерско-акушерских пунктах. Возможно, что это недропользователям, и возможно, что судам, проходящим по Северному морскому пути. Отряды санавиации из Коми круглый год готовы вылететь в НАУ. А с открытием новых баз Центра медицины катастроф в Воркуте и Печоре эта помощь для оленеводов станет еще доступнее. Сегодня кочующие бригады не оставляют без внимания. Передвижные десанты врачей всегда работают в тундре. Развиваются и диагностические возможности в соседнем регионе. В ближайшее время, я надеюсь, что мы получим в наше распоряжение вновь построенный корпус, в котором будут расположены рентгеновское отделение, клиническая лаборатория, отделение функциональной диагностики, эндоскопические кабинеты ультразвуковых исследований. Сложные операции жителям НАУ зачастую проводят в федеральных центрах, но есть случаи, когда пациентов отправляют в Коми. С возобновлением авиасообщения делать это будет проще. По словам руководства областной больницы, больших кадровых проблем у них нет, штат укомплектован полностью. Правда, в отпускной период на всех не хватает узких специалистов, но здесь это называют обычным рабочим моментом. Правда, проблем с кадрами нет только в городе. В сельских медицинских учреждениях ситуация похуже. Подъемные в размере 1 миллиона рублей помогли НАУ, как и нашей республике, лишь частично исправить ситуацию. Власти Ненецкого автономного округа уверены, строительство ФАПов с жильем поставит точку хотя бы в этой проблеме. У нас всего 24 ФАПа. Часть зданий постройки 50-х годов прошлого века, которые сегодня невозможно практически будет лицензировать. И мы в настоящий момент планируем строительство ФАПа 8 населенных пунктов, и поэтому типовой проект убыстрит время строительства зданий ФАПов. Значительно, примерно мы выигрываем примерно 1,5 года. Кроме проектов будущих ФАПов, Коми готова помочь соседям и со строительными материалами. Поставлять в регион, к примеру, те же деревянные конструкции с Сыктывкарского промкомбината. Как нельзя актуально такое сотрудничество будет звучать в рамках импортозамещения. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Ненецкий автономный округ.